Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, вам айр дадаев. Мухайса. Хайшуй. Тащит блевая. Шо дикхердо. Дейлер машухил. Ю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Муссага. Адам Барс. Аллах рейсхил. Суначо хасхит. Шигвиствульша, шутсиш дагуолша, шигвишт вис камел яша чохаскейцо. Валикум салам, Халид Хангиев. Иц камел лидуе, иншаллах, дицум долшук вешворт. Так, то є по агулуш, чеболшпу. Валейкум ассалам. Лорс. Мы должны хорошо выглядеть. Ну, неплохо, скажем. Так. Счастливое время. За одну ночь 31 декабря 1994 года чеченцы разбили 3 отборных дивизии. Ну да, действительно, они загнали в Грозный самые отборные, самые элитные войска. Вот. И их там разгромили. Хотя они там делали громкие заявления, что возьмут Грозный. Ну, они действительно хотели взять Грозный 31 декабря, но не смогли. Положили своих солдат и офицеров. А насчет повторить, ну, надеемся на мирное разрешение этого вопроса, иншаллах, он разрешится. Тик и то у Ичкерии есть перспективы, как у правительства в изгнании в Европе. У нашего народа есть, вот я как всегда говорю, придет день, вот он наступит, иншаллах, все изменится в лучшую сторону. А в изгнании у нас находится половина нации, половина народа. Адам Борс, насчет видео, которых я выставляю, как ты пишешь, там твой дядя, Аллах Низам, да помилует его Аллах, как и всех остальных других наших братьев и сестер. Аллах Низам. Дейлер машухил. Ламайль Дадаев. Анзор, у тебя день рождения сегодня было, да? Ну да, я сегодня встал, посмотрел Facebook, а там уже поздравления даже узнал только тогда. Ну, давно я не праздновал, ничего не делал, как обычный день. Алейкум салам. Админ Адат. Маршво. Шушадеша. Халид Хангиев. Анзор, твое мнение насчет Полины Жеребцовой? Так. Ну, я особо так не могу сказать. Я человека не знаю, никогда не видел этого человека, но
Со многими вещами я, конечно же, не могу согласиться, и как и вы тоже. Я читал там в нескольких постах, в комментариях, да. Но я понимаю, о чем ты. Ламайла, да, ты опять об этом, да? 27 стукнуло. 27. Всегда 27. Темирхан Тагирбеков, валейкум салам, брат. Как вы считаете, есть ли перспектива создания единого государства Дагестана, Чечни, Ингушетии? Сегодня есть между нами разногласия, но мне кажется, эти проблемы решаемы, если заняться ими. Я сторонник того, чтобы весь Кавказ был бы единым. Как это всегда говорю, и еще раз повторюсь, не только эти республики, но и другие республики, государства на всем Кавказе. И тогда было бы меньше проблем. Никто не смел бы заигрывать с этими республиками, государствами. Нам было бы польза с этого, если бы мы смогли бы решить таким образом, как ты говоришь, вот насчет единства, да. Есть там разногласия, вот, ну, я скажу разногласия почему? Потому что дергаются самые провокационные вопросы из истории, скажем так, и кто за этим стоит? За этим стоит Кремль, потому что они любят делать это, вот, создавать такие конфликты именно вот такими провокациями. Нам надо быть... Нам надо знать, откуда это и почему это делается. Вот я скажу так, земельные вопросы. Что нам делить, брат? Да, действительно. Вообще на Кавказе на что? Земли не хватает. Поэтому нужно иметь сабар, терпение. Так. Марш, Делер Машалыл. Аллах рейсхыл, Аллах рейсхыл. Вот, 27 и будет всегда. Сейчас быстренько вниз пойду, вот, по комментариям. Магомед Евлоев, ты что, не видишь, тебя поздравляют с Ингушетией, брат. Аллах, рейс выгон. Ты знаешь, вот я могу говорить, могу и пропустить, поэтому тоже пойми. Аллах, рейс выгон, дел рейс выгон. Чего хасхается, дел лахитка. Габраил Килле. Валикум салам, Саваш. Sorry for my language. No, it's okay. You need to try it and you can learn it, you know. So just do it, learn. I can help you. Лорс Андерсон, ты опять с этой темой насчет осетин, которые воевали на стороне чеченцев. Ну, брат, на стороне чеченцев воевали и русские. Русские воевали против русских, имеется в виду. Это были жители Ичкерии, а также даже были те, которые были взяты в плен. И они воевали, и никто их не заставлял. А насчет имен, я про осетин, нет, я не знаю. Я знаю, что были такие люди, были. Алейкум салам. Массага.
тик и то. Анзор, откуда у тебя столько записей с 2000 года по 2005 год? Я бы показал бы сейчас, но у меня их очень много, очень много. Вот, я даже постараюсь. Если видно. Сейчас, секунду. Вот, кассеты мои. И вверх пошли они. Я работал, я собирал. И давно собираю. Работал всегда в основном по фактам, военным преступлениям российской армии в Ичкерии. Вот. И поэтому у меня все собрано, это есть. Так. Ламаиль Дадаев, Анзор Хамбиев, Сходе Бог, Вик. Ну, Ламаиль, если честно, я не знаю. Я сейчас постараюсь объяснить. Я не знаю, что он хочет сделать. Он тут вопрос такой, что пытается сделать Магомед Хамбиев. Если честно, я даже его имени называть не хотел бы. Вот. Но что он пытается сделать, я и даже не знаю, о чем ты сейчас говоришь. Ну, примерно понимаю. Я этого не знаю, чего он добивается. Но я примерно могу сказать, что ему клюют, говорят, давай, Магомед, скажи вот это, скажи другое. То есть этот человек не зависит от себя. Не зависит, у него нет своего независимого мнения. О нем уже сказал наш президент. И даже после этого, послушав эту запись, которая есть на этом канале, человеку должно было быть стыдно. Должно было быть стыдно. Лицам Саларсона. Швейцар целар. Да, так. Анзор, у меня есть целая кассета, но снята другим оператором. Там же, иншаллах, я как из кассеты вытащу, потом тебе на какой-то имейл куда угодно скину. Машалла, видео просто, машалла. Адам Барс, Аллах Рейсхул. Ну, постарайся сделать это, посмотрим. Будем хранить эту запись. И я буду благодарен тем людям, которые смогут как-то помочь материалами. Это наш народный архив. Поэтому хранить буду, иншаллах. Аллах Рейсхул. Тимирхан Тагирбеков. Как в Чечне принято общаться со старшими, замечая, что нет обращения на «вы» и по имени, и отчеству. Как-то не по себе бывает так общаться с людьми, которые старше меня 2-3 раза. Ну да, действительно, у нас нет обращения на «вы». То есть даже, вот возьмем, да помилует его Аллах, Джахар Дудаев, да, мы к нему обращались Джахар. Вот. Без добавления отчества, не было обращения на «вы». Но по своему поведению, то есть стоять перед ним, если он сидит, к примеру, вот так. Ну, это по-разному проявляется у нас, да. Когда ты приветствуешь его, то есть мы-то обнимаем. Ну, по-разному. Нет у нас обращения на «вы», и никогда не было. И сегодняшнее вот обращение чеченца к чеченцу, например, Магомед Ахмедович или Ахмед Магомедович, у нас этого никогда не было. Это не наше, это не чеченское.
Adam Bors and Anzor, your English is pretty good. Thank you very much, Adam Bors. Yes, I can speak English, I can speak Norwegian and some other languages too. Walaikum salam, Zubair Khan from Pakistan. Welcome, welcome, my brother. Адам Барс, ну я это не все кассеты показал, да. Так. Евгений Павлович, вот ты задаешь вопрос опять про Хамбиева. Анзор, правда, что Хамбиев тоже был в Грозном и выходил? Да, это правда, он был в Грозном. Ну, я знаю все про него, как, что происходило. Я знаю, на чьей машине он уехал в Биной и с кем он уехал в Биной. Я не буду говорить, на чьей машине пока, но скажу, что он выехал с Четиговым Резваном из Шали. Вот. Да, он действительно был в Грозном. Насчет Хамзат, Анзор, салам алейкум, алейкум салам. Я очень рад тебя видеть, я тоже, брат. Анзор, можешь объяснить разницу между медалями Колман Си и Колман Турпал? Разница в том, что Колман Си это орден, а не медаль, а Колман Турпал это медаль. Вот в чем разница. То есть ну, как это обычно бывает, орденами были награждены наши бригадные генералы. Все буквально, потому что они проявили такое мужество во время войны, воюя против российских агрессоров. Лорд Андерсон, Анзор, кто является основателем Nizam? Я являюсь основателем Nizam, я об этом говорил, ну и рассказывал, вот даже вот буквально недавно делал передачу об этом, как все это шло, рассказал некоторые детали, что мы успели сделать, что сделали, не все, конечно, не все рассказал. Исаак Шмулевич, я про выход из Грозного. Да, у меня есть записи про выход из Грозного. А также ты спрашиваешь, если записи, сделанные в Садик Утер, нет, таких записей нету, но есть те, которые сняты российскими военными, как они стирали с лица земли это село. Эти записи. Валейкум салам. Ларисва. Лорд Андерсон, ну ты, так, я сейчас зачитаю чуть-чуть часть. Анзор даже к верховному муфтию галактики Ахмату не было обращения на «вы» и так далее, и так далее. Да, ну, я зачитал то, что ты написал. Не было. У нас этого не было. То, что сегодня появляется у нас буквально недавно, вот, ну, вы знаете, о чем будет речь, вот буквально недавно было празднование сына, да, у нас этого никогда не было, и никогда такого не поддерживалось, и никогда вот не рассказывалось о своих семьях, о
о детях другим людям, тем более не показывалось. И как ты сказал, у нас отчество не произносится. Нет у нас такого. Но это принесли нам после, вот, скажем так, оккупации. Ох, чье солнце. Сейчас я... Валикум салам, кардинал Аббас. Пусть благословит Аллах твоего отца, низкий поклон тебе, твоей семье, про нашу бойню в Карабахе. Так, что думаешь про нашу бойню в Карабахе и нашу победу, за кого болели? Брат, дай Аллах вам, нам победы. Иншаллах, она будет. Мы болеем за вас, мы переживаем, наблюдаем. Мы ваши братья, не только соседи. Иншаллах, если надо, мы есть для вас. Но я думаю, как я вижу сегодня, эта тема все равно будет еще затрагиваться, потому что, знаешь, я за что переживаю, потому что туда допустили Россию, а там, где Россия, там уже нерешенные вопросы, провокации. Россия не умеет держать свое слово, как это доказано историей. Поэтому нужно быть начеку, скажем так. Но все идет хорошо, иншаллах, и будет еще лучше. В Сухуми, Джорджия. Приветствую, я тоже приветствую тебя, брат. Поздравляю с днем рождения. Спасибо, брат. Как думаешь, война в Карабахе закончилась? Нет, не закончилась. Похоже, Россия добилась своего и укрепилась еще в одном регионе Кавказа, ты говоришь. Вот как я вот буквально сейчас говорил, ее, Россию, вообще нельзя было допускать туда. Ну, это мое мнение, чисто мое. Валикум салам. Алим. Да, валикум салам, брат. С нами рядом, с чеченцами, стояли братья, были братья и помогали нам во время войны против российской агрессии. Были также ваши соотечественники, твои братья, то есть наши братья. Ну, много братьев было с разных республик. Я, конечно, сейчас по именам не могу рассказать про них. Капитан Америка, валикум салам, Аллах рейсху, массера дольсер, далазут побыл. Кардинал Аббас, я читаю тебя. Абдулла, Анзор, Хамби, Омар, Шиемет персонал, Люерш Сани, Гали, Чур-Ар, Буль, Яхкан видео, Ю, Бахар, Хуйга, Ю из. Я Ю Бахар, да? Валай, Абдулла, я не знаю, ты это себе, ну, ты спрашиваешь насчет видеозаписи, где Хамбиев Омар со своим медперсоналом выходит из Грозного, то есть есть ли у меня или нет. Саваш, я не знаю,
тебе это нужно или кому это нужно. Ну, у меня должно быть, я точно не могу сказать, но у меня есть также интервью, рассказы Хамбиева Омара, потому что мы вместе работали за рубежом. Вот. Вместе работали. Алейкум салам. Магомед Евлоев, Анзор, ты знал Текилу Балауди? Он был всегда с Радуевым. Да, я его лично тоже знал. Многие знали его. Аллах рейсвил, массера дольца гад побыл. Доброй ночи. Капитан Америка. Насчет Леги Дудаева. Да, когда надо, мы связываемся, у нас есть связь. Да, у нас есть связь. Стрелок, валейкум салам, из Таджикистана. Брат Анзор, алхамдулилlah, все хорошо, по воле Аллаха. Да, Визель. Нохчо Маджлис Шура в 2002 году, летом, да, у меня есть эти записи, я даже выставлял некоторые. Happy birthday, да. Спасибо, брат. Как ты пишешь, Карабах теперь будет как Урдила в Украине, где русские развяжут очередные провокации. Ну, я говорю, не все еще закончилось. Вообще на Кавказе провокации будут, если там присутствуют российские войска, есть какое-то влияние там. Нужно быть осторожными. Топлияк, валейкум салам, брат. Ты пишешь, кто оператор тех видео, которые выставляешь на этом канале? Ну, конечно, я этого не могу сказать. Нет, я не могу это сказать, я извиняюсь. Беркут 06, Анзор, известна судьба связиста с видео, который общается с русским связистом и говорит: отводи войска, это бой был, бой за ЖД вокзал. Ну, ты, наверное, про те слова, Алик, отводи войска, да? Ну, он как-то похож на голос Али Ламбаду, если вы его знали. Его нет живых, имеет его Аллах, я его лично знал. Он погиб именно воюя на ЖД вокзале в первых числах января 1995 года. Админ Адат Хамбиев говорит, что почему мы не такие рабы, как он сам, то есть рабы России, ты имеешь в виду. Да, я согласен. Сегодня он будет говорить, я бывший министр обороны, да? Как может министр обороны перейти на сторону врага, да?
не имеет права. Не имеет права. Там, если даже захватили родственников, все равно не имеет права. У многих захватывали родственников, и они не переходили на ту сторону, не были там депутатами или членами Единой России, скажем так. Вот. Для меня это предательство. Как можно предавать своего президента, своих братьев? Поэтому я таких людей называл и буду называть предателями. Предатели. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. The Messenger. Лучше бы Абдарханов был министром обороны. Да, я Абдарханова лично знал, мужественный воин был. И у нас их много было, таких мужественных воинов. И нашим министром обороны должны были быть другие люди. Ну, может быть, Абдарханов или другой человек. У нас их было много. А не Магомед Хамбиев. Руслан, я извиняюсь, я могу где-то пропустить, потому что все быстро идет. Так что повторите вопрос. И я, скорее всего, недолго буду в эфире тоже. Подготовимся к этому. Руслан Шмоль, ва алейкум салам, брат. Прокомментируй слова официальных властей Чечни, что Абдарханов отравил Басаев. Вот я могу даже поклясться, ва алейкум салам, брат, это не официальные власти и не Чечни, это марионетки, это халуи на оккупированной земле Чеченской Республики Ичкерия. Это во-первых. Во-вторых, как я сказал, я могу даже поклясться, что Басаев к этому никакого участия не имел. Не Басаев отравил Абдарханова. Человек, который отравил Абдарханова, это другой человек. Сегодня его нет в живых. Вот. Это не он сделал. Ровер. Да, вы такую вещь скажете, что улыбнуться хочется. Я про Хамбиева. Аслан Сад, ва алейкум салам, брат. Да, Везель. Вот ты пишешь, недавно был в Чечении и был очень неприятно удивлен, когда на каждом третьем автомобиле на стеклах лики героев России. До сих пор очень опечален этим. Как же так? Ну, как так? Потому что наша земля оккупирована, туда поставили халуев, этих марионеток, которые восхваляют убийц нашего народа, делают из них героев, вот. Называет их именами наши улицы, наших населенных пунктов. Вот. Это их герои. Это их герои. Да, Аллаху Акбар. Ва алейкум салам. Так.
Редрескаю. Так. Вижу, брат. Тут написали Хаджио. Не знаю, кто ты. Было бы хорошо, если бы ты поздоровалась или поздоровался. Я не знаю, кто за этим именем стоит. Вот. Чего вы добиваетесь, да? Чего мы добиваемся? Мы храним нашу историю. Вот. Мы храним правду. И она будет существовать, иншаллах. Харцу чахиряц, йолитаряц. Так, опять ты пишешь. Вы хотите опять войны в Чечне? Так, сейчас я скажу. Почему вы, я не знаю, мне кажется, что там за этим ником сидит какой-то очкарик, я не знаю. Тролль имеется в виду. Вот. Почему вы всегда говорите, что мы хотим войны? Что он яхцахит. И вам не стыдно? Пол нации, чеченцы, выехали из-за этой войны и истязаний чеченцев со стороны этих марионеток. И вы это прекрасно знаете. Не мы призываем к войне. Мы всегда призывали и призываем к миру. Дай Аллах, чтобы этой войны не было ни у нас, ни у других. Вот. Не надо говорить, что мы хотим войны. Это вы хотите войны. Нахайз ваш, вот вы любите оскорблять других людей, пытать их и делать то, что раньше никогда не делалось. Мы же прекрасно знаем про все тюрьмы, все, которые существуют на любой базе. И что там делают в этих тюрьмах? Не только с мужчинами, да, но и с женщинами. Мы знаем все эти методы, грязные методы, которые раньше когда-то никогда не применялись. Поэтому чеченцы, вот, которые выехали и которые там живут спокойно, они не хотят войны. Войны, вот эти провокации хотят там, которые служат России любовью, верой, правдой, клянутся в любви к убийцам нашего народа. Вот кто хочет войны. И всяких истязаний этих. Умат олаш. Я слышу. Так, читаю. Ну еще вот вспомнил, хотел сказать. До этого случая во Франции, где якобы чеченец, я не знаю точно, кто стоит за этим убийством, потому что там есть какие-то вопросы, пускай это он, ладно, сделал.
До этого убийства, то есть чеченец убивает француза, да, за карикатуру, за высказывание. Эти чеченцы, которые любят Путина, они когда-то там, и даже эти видео есть, призывы. Почему вот, мол, чеченцы, которые живут в Европе, не наказывают тех, которые рисуют карикатуры? Были такие призывы. Я имею в виду пророссийских, тех, которые, ну, назовем их диктаторами, этих халуи. Они призывали чеченцев, которые проживают в Европе, чтобы они выходили и наказывали тех, которые рисуют карикатуру. А потом, когда это произошло, уже говорят по-другому, что, мол, вы теперь не говорите ничего против Макрона или других там людей, не выступаете, не делаете заявления. Я еще раз повторюсь, мы против всяких преступлений, против войны, мы за мир. И также я скажу, что мы не хотим, чтобы чеченцы где-то были спровоцированы в чем-то. Мы переживаем за это. И во время встреч там мы всегда обсуждаем это. И если какой-то человек говорит или там против религии, или рисует что-то, рисует карикатуру, мы говорим, это неправильно. Нельзя использовать свободу слова в этом формате. Никто не имеет права оскорблять чужую религию. Мы этого не делаем. Я никогда не могу вспомнить нигде, не читал даже, чтобы у нас в республике, ну, скажем так, грубо говоря, не сжигали церковь, Библию, кресты не ломали, к примеру. Ту церковь единственную, которая у нас была в Грозном, сожгли российские войска. Вот. У нас этого не было. У нас не было ненависти в нашей республике. У нас проживали украинцы, армяне жили, азербайджанцы жили, русские жили. И у нас жили нормально, пока не пришли российские войска. Мы уважаем чужие народы, другие народы, уважаем их веру, скажем так. Вот. Но также говорим, чтобы нашу веру не трогали. И это мы говорим. Не надо провоцировать людей, призывать к этим провокациям. Дейла Ажиева сел под ником девушки и пишешь это. Ну видно же, ну. Моя цахитшун. А мы, вот ты задаешь вопрос, а что вы сделали? Мы не предались России. И никогда этого не сделаем. Мы не будем восхвалять Путина, который убивал нас. Мы не будем ходить с портретами Путина. Вот. Мы этого никогда не сделаем. Вот где предательство. Докнах много людей выехало, половина нации выехала в разные страны, не только в Европу. В Турции сколько живут, в других странах сколько живут. Они что, предатели? Они бежали от этой войны, российской войны, от того, кого ты сейчас восхваляешь, от этого главного предателя и от этой семейки. Вот от кого бежали чеченцы. Ад бахаца бытк нохчи. Делаца бытк.
Мы в любви к Путину не признаемся никогда. Это оккупант, это агрессор, это убийца. Он убивал чеченцев, он убивал осетин, я так прямо скажу, детей. Он убил детей, осетинских детей в Беслане. Вот где убийца. Он убивал своих земляков. Вот взрывы домов в России, например. Это по приказу Путина было сделано. И все это знают. Он убивает украинцев, он убивает сирийцев. Вот. И как мы будем восхвалять Путина? Мы это не сделаем никогда. Никогда. И еще, что я хотел бы сказать, те предатели, которым приказали зайти на этот канал, например, или пишут что-то там где-то в комментариях, вот эти провокационные комментарии, я их не читаю. Я их не читаю. У меня тут есть 3 модератора, они работают над этим. Они убирают такие ваши провокационные комментарии. Вот. И на ваши реакции, на ваши комментарии у меня никаких реакций не будет. Вы не заслуживаете даже этой реакции. Вы постараетесь спровоцировать меня, я знаю, как вы стараетесь, я знаю, как вы думаете. Вот. И у вас это не получится. Я не такой человек. Терпения хватит. Аллах дал мне этого терпения. Алхамдулиллах. Вот. Потом, да, всем уже понятно, что предатель, а кто патриот. Россия позволит Кадырову пасть, когда в Чечне не останется нефти и нет причин ее оккупировать. Так. Ты можешь как-то подтвердить? Воронин. Ну да, я один раз уже сказал и больше не собираюсь повторяться. И я высказал свое мнение. Вот, и реакции больше на таких больше не будет. Вот, царь Язя. Про Комсомольское я сейчас говорить не буду, но потом я сделаю лучше передачу и выскажусь потом. Иншаллах, фоптол ровто есть, иншаллах, терпение есть и будет, иншаллах. Так, ну я в основном то, что хотел сказать, сказал.
я, наверное, уже буду завершать. Нам при свободе быть в Турции, ну, так. Валейкум салам. Валейкум салам. Так. Ладно. Я написал одну книгу и работаю над другой книгой. Я сейчас отвечаю на Ава. Анзор, ты не думал написать биографию? Это было бы наставление для подрастающего поколения, и не только в Чечне. Но да, я работаю над этим. Одну уже написал на норвежском языке, а сейчас уже скоро постараюсь выпустить книгу на русском и английском языках. Ну да, звук есть, звук есть. В общем, на Валикум салам. Ты опять про папку Кабарда, да? Ну, то, что я показывал раньше, делал передачу. Всему свое время. Расскажем про папку, которая была на том хард-диске под названием Кабарда, и про другие папки. Материалы готовы. Анзор, по причине чего чеченцам были открыты двери в Европу? Из-за предательства, предательства некоторых или благодаря борьбе чеченских воинов за свободу? Ну, кроме чеченцев, сюда, в Европу, приезжают, ну, и другие народы, другие люди. И, конечно же, в первую очередь из-за проблемы на нашей земле, из-за оккупации, из-за действий России на чеченской земле, из-за этого. Потому что и тогда, и сегодня нарушаются права человека на нашей земле, поэтому приезжают люди. Anzor, please add English subtitle. I don't know Russian and Chechen language. I know English, Turkish and Arabic. Brother, I am trying my best. I do what I can do now. But inshallah, I will try to make these kind of videos with English subtitles. Inshallah. I'll help you. I will help you, да. Лорд Андерсон, так, Ичкерии, скажем так, в нашей борьбе никто на официальном уровне не помогал. Не было такой поддержки. Да, народы нас поддерживали, делали дуа за нас, вот. Но официальной поддержки не было. Так,
Братья и сестры, завершу я эфир сейчас. Я хотел коротко поговорить с вами. Иншаллах, скоро встретимся. Вот. И всем желаю мира. Все будет, иншаллах, хорошо. Рановато? Тони. Анзор, возможно ли в ближайшем будущем восстановление Ичкерии как государства? Все возможно, если захотеть, если мы захотим, если мы встанем, как нужно вставать, то это возможно. Иншаллах, мы придем к этому. Иншаллах. Потому что из-за батарейки камеры, ну скажу прямо. Поэтому она может сейчас... Так, зарядка может завершиться. Вот. Yes, Alper Rende, I am a son of Nizam Masхадов. Yes, I am. Инсдейла илэрта доштол хум язнинага обчуа сахуэч таиши клас. Дейлах юл хум шишо. Дейлах юл хум шишо. Аллах рейс хуль масана. Тони, я извиняюсь, но пока вот так мне очень так захотелось поговорить с вами. Ну ничего. Лорд Сандерсон, Дейла, Белло и Бу, будем хушмудуе, Шейн Мах, говорит, Шейн и Гаски Мелбиза, говорит, Дейла Хюрхумшу. Я цари цалило, что гум лило дацер. И бюхал. Цахелю, и ночи чва цахелю. Анзор, но дела цу Путин цани цанкаш чубижу бишбар и Путин визаш и редукцан. Также буса была, ночи была, собор халдишу, собор халдис, масайга халдис, куза деш дола. Вай что собор халдис, вай ночи, вай кигер хой, мяллер балбиш будешь. Я извиняюсь, что я на чеченском. Я про то, что мы, чеченцы, здесь, которые проживаем даже в Европе, все должны иметь терпение, особенно молодежь, когда вот делают такие провокации. Я уверен, что за этим стоит Россия, их провокаторы и те, которые подчиняются кремлевскому режиму, они совершают эти провокации. Они же призывают нашу молодежь к каким-то акциям, провоцируют их. Я прошу нашу молодежь быть в стороне от таких провокаторов и от этих провокаций. Особо шаладео. Так, уже третий раз прощаюсь.
Ну, было очень приятно пообщаться с вами. Скоро, иншаллах, встретимся, увидимся. Камера крепкая, Тони, я по твоей просьбе не выключаю. Аллах рейс вольмасана. Спасибо вам всем. И мира всем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.